Исенмасыз кадрледуслар. В эфире программа «Хазина». Мы рады новой встрече с вами. Смотрите сегодня в выпуске. Победители областного конкурса чтецов, посвященного творчеству Мусы Джалиля, вернулись из Казани. Чем удивило южноуральских школьников столица Татарстана? Завершился первый этап фестиваля творчества тюркских народов «Уралым». В селе Аргаяш побывала наша съемочная группа. Оладьи коймак – одно из самых простых и вкусных блюд татарской кухни. Своим рецептом со зрителями нашей программы поделится заслуженный артист Татарстана Марат Канафин. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. А пока краткий обзор новостей. В Тракторозаводском районе Челябинска построят соборную мечеть. Возведение целого комплекса зданий планируют уже начать в июне. Проект обещает стать уникальным, аналогов ему нет в России. На 4000 квадратных метров разместится соборная мечеть и медресе. Ежедневно здесь могут побывать до 2000 верующих. Ровно год исполнился Союзу меценатов Конгресса татар Челябинской области. Он был создан в 2011 году по инициативе председателя исполнительного комитета Лены Колесниковой. Под его эгидой объединились единомышленники, неравнодушные к истории и культуре родного народа. Конгресс татар искренне благодарит Союз меценатов за помощь и плодотворное сотрудничество. Газета «Хазина» отмечает день рождения. Впервые издание вышло в свет 4 года назад. Самые последние новости, интересные интервью, репортажи, очерки и зарисовки о жизни татар Южного Урала представлены на страницах яркого полноцветного издания. «Хазина» рассказывает о традициях и культуре татарского народа, об удивительных людях и значимых событиях. Кстати, газету можно читать как в печатном, так и в электронном виде на сайте kongresstatar74.ru. Победители областного конкурса чтецов, посвященного творчеству Мусы Джалиля, побывали в Казани. Увлекательные экскурсии, встречи с интересными людьми и море впечатлений. Как встретили южноуральских школьников в столице Татарстана, узнаете в нашем репортаже. Этой поездки победители областного конкурса чтецов ждали с нетерпением. Еще бы, им предстояла встреча с красавицей Казанью. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Нам хотелось показать колыбель, как бы сказать, татарской культуры, столицу Республики Татарстан, Казань. Это сам по себе уникальный, очень старинный город с древнейшей историей, с богатой историей. Там очень много сохранилось памятников архитектуры, сосредоточено много музеев. Ну, конечно же, один из них – это музей Мусы Джалиля, памятник Мусы Джалиля. Это город, в котором он творил. Вот. И нам бы очень хотелось, чтобы проникновение культуры, о которой мы очень долго и много говорим, оно состоялось именно на родине этого поэта. А Сумбеки, она остается одна, и эту молодую вдову новый хан берет жены. Конечно же, она у него будет не первой женой. Вот в этом браке рождается через некоторое время сын Утямыш-Гирей. Этот старинный город полон тайн и загадок. Южноуральским школьникам предстоит разгадать хотя бы некоторые из них. Белокаменный Кремль, мечеть Кул-Шариф, башня Сюмбеке – это экскурсия словно путешествие в прошлое. Отсюда в X веке начиналась Казань. Ни одного письменного документа о первых строителях Кремля не сохранилось. Зато точно известно, что после осады города Иваном Грозным Кремль восстанавливали те же зодчие, что строили знаменитый собор Василия Блаженного в Москве. Так крепко и причудливо переплелась история двух народов. А вот и площадь 1 мая. К памятнику Мусе Джалилю юные путешественники возложили цветы, символ признательности поэту-герою с яркой, интересной и трагической судьбой. В этом доме поэт жил со своей семьей чуть больше года. Отсюда в 41-м он ушел на фронт. Письменный стол, стул, шкаф с книгами – все осталось так, как было при его жизни. И в стихах, и в разговорах с друзьями Джалиль признавался Казани в любви. И действительно, этот город удивительным образом нравится всем, кто здесь побывает. В него невозможно не влюбиться. Очень все нравится, потрясающий город вообще. Ну я вот никогда здесь не бывал, красоты такие, мне очень нравится этот город. Мында бар Симбекка мұнарасы, Кремль, мәшітлер, бик матур урыннар. Словно
Видимо, самых дорогих гостей южноуральских школьников встречали в Министерстве образования Татарстана, в редакции детской газеты «Сабантуй» и во Всемирном конгрессе татар. Об успехах челябинцев здесь наслышаны. Нужно сказать, что челябинские татары вышли на площадку всего татарского мира. Вышли с великолепной возможностью показать себя на культурном, высококультурном уровне, на духовном уровне. И руководство Конгресса Лена Рафиковна, она смогла на сегодняшний день внести очень большую лепту в деле возрождения национальных традиций, культуры татарского народа. Это далеко не все приключения наших школьников в Казани. Продолжение рассказа об этом удивительном путешествии в следующих выпусках программы «Хазина». Поселок Аргаяш на один день стал центром культуры тюркских народов. Региональный фестиваль «Уралым» прошел в 13-й раз и собрал артистов со всего Южного Урала. Хлебом с солью встречают участников первого этапа фестиваля «Уралым» в Доме культуры села Аргаяш. В зале царит особая атмосфера. Взрослые дети в предвкушении праздника. И вот он начинается. На одной сцене сегодня встретились артисты и коллективы татарских, башкирских, югурских и казахских народов из 12 территорий Челябинской области. Всего более 60 участников. Народ вообще сам по себе, будь то татарский или башкирский, любой народ, он по-своему, каждый талантлив. Вот. И татарский народ в том числе талант. Какие бывают голоса, какие пляски, какие костюмы. Впервые фестиваль состоялся 13 лет назад в Мясе и был назван в честь местного народного ансамбля «Уралым». А теперь конкурс проходит каждый год в разных городах Южного Урала. Принять в нем участие – большая честь и для молодых талантов, и для опытных исполнителей. Детский ансамбль «Палитра» – неоднократный участник фестиваля «Уралым». Маленьких артистов видно издалека, благодаря ярким красочным костюмам. Танцуем мы в основном национальные танцы. Татарские, башкирские. У нас вот такой вот. Ну, есть, конечно, танцы и других народов, но в основном у нас национальные мы идем. У нас идет программа возрождения национальной культуры и сохранения. Несколько часов артисты дарили свое творчество зрителям. Первый этап регионального фестиваля «Уралым» завершился, но впереди второй этап конкурса, который пройдет 27 апреля в селе Кунашак. Коймак – одно из самых любимых татарских блюд. Для приготовления этих оладий необходимы продукты, которые всегда найдутся под рукой. Коймак готовится быстро, а его вкус запоминается надолго. Как приготовить татарские оладьи, расскажет заслуженный артист Татарстана Марат Канафин. Я приветствую всех любителей татарской кухни. С вами, как всегда, я, Руслан Шарафудинов. И сегодня у меня в гостях заслуженный артист Республики Татарстан Марат Канафин. Исәнмесез? Сәлеметсез, Руслан. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалям. Бик зур рахмәт. Безгә килгән өчен большое спасибо. Марат Канафин – известный татарский певец, заслуженный артист Татарстана. Руководит Челябинской областной общественной организацией «Татаро-Башкирский культурный центр», который в этом году исполняется 25 лет. Марат вырос в селе Бахарево Курганской области. Его артистическая карьера началась сразу после службы в армии. Марат гордится культурой и традициями родного народа. Очень любит татарские национальные блюда, особенно блины, коймак, табию. С каким рецептом пришли? Бүгін біз коймак қиябыз. То есть будем делать оладушки, да, если в русском варианте? Да. Кстати, Марат, я тоже ни разу их не готовил, но Алла Ришса, мне кажется, сегодня у нас получится. Менде алай еш коймакларны қойып тұрмайым. Бүгін қарарыз нешік болар? Ну, давайте по нашему совместному рецепту будем готовить. Договорились? Конечно. Коймак – татарское национальное блюдо. Вкусные оладьи, приготовленные из яиц, молока, муки и дрожжей. У татарских хозяек есть свои секреты, как сделать так, чтобы оладушки получались мягкими, пышными и воздушными. Один из них – обязательно перед приготовлением настаивать дрожжи. Тесто по своей консистенции должно напоминать густую сметану. Попробовав коймак однажды, влюбляешься в это блюдо навсегда. Ну что ж, ответственный самый я возьму себе, я буду делать основу такую для теста, да? Для теста. А вы пока разбейте два яйца и, в принципе, их
Взбивайте, да? Да. Вот, отлично. Да. Марат, вчера прочитывал вашу биографию, и вы отвечали на вопрос, что в детстве вы стеснялись разговаривать по-татарски. Вот ничего шулай был. Не в детстве, это я после 8 класса приехал в город Челябинск. И все-таки деревенские люди, они всегда были скромнее, и когда разговаривали на родном языке, всегда как-то некомфортно было. А в деревне мы спокойно на своем родном языке обучались, потому что деревня татарская, спокойно, без никаких проблем. Хотя у нас в классе были и русские, и другие национальности. Вы сами часто готовите, Марат? Ну, когда приходят выходные, бывает. Ошлар, эверлит. Вы даже суп умеете готовить? Да. Какой, например, токмаш? Токмаш аше. Так, Марат, сейчас, пожалуйста, мы сейчас это все вместе соединяем. У нас будет масса. Вот эту массу мы... Ну, давайте вы взбейте хорошенечко, да, еще немного буквально. Я потом добавлю муку. Марат, а вот скажите, пожалуйста, вот стать артистом, петь песни с детства мечтали? Как случилось? Ну, я не мечтал стать артистом, так получилось, как говорят. Ну, с детства пою, как бы сам. Деревенская жизнь, она как бы позволяла. Ну, а начал петь уже после службы в армии. Устроился работать в сельский дом культуры. И надо было своим примером показывать. И с этого у меня как бы пошло. Ну, а первую песню, вы помните, какую на большой сцене пели? Туган ауылым. Ну, это популярная песня со времен, так сказать, нашей молодости. Вашей молодости. Да. Марат Канафин, специально для вас эксклюзивная песня. Яратырга килдек без бу җиргә, яратмаган йөрәк яналмый. Яратмаган йөрәк йөрәк түгел, яналмаган йөрәк кирәк түгел. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз туган җирегезне, яратыгыз туган телегезне. Бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Яратыгыз Челябі өлкәсен. Бик зур рахмет. Отличная песня. Так, ну а как вот работа с молодежью татарской? Вот есть молодые талантливые артисты из Челябинской области? Мы потихоньку вытаскиваем тоже на сцену. С ними работаем. Чтоб не только с Татарстана к вам приезжали, но чтобы и ваши доморощенные вот артисты, как вы, например, появлялись на эстраде. У нас много молодежи, они сейчас, некоторые уехали учиться в Казань, в Институт искусств. Ну, лишь бы вернулись потом. Да, я думаю, что вернутся, потому что, как бы, как говорят, где родился, там и пригодился. Сейчас мы убираем нашу массу минут на 20, чтобы тесто немножко поднялось, потому что мы используем дрожжи, и затем начнем уже делать наши оладушки. Коймак ясывас. Так прошло 30 минут, и мы открываем наше тесто, которое уже вот так вот. Руслану еще надо посолить нам. Да, кстати, загустело у нас тесто. Тесто как раз. Чуть-чуть немножко соли, без соли никуда. Напоминаю, мы готовим татарский коймак. В переводе на русский это оладушки такие. Да. Мы берем сковородочку. Коймакны құйырға вақыт жеткен. Май, күнбағыш майы. Күнбағыш саларызды. Қызған табаны отыртып. И уже переходим к тому, что будем жарить наши оладушки. Для приготовления теста понадобится яйцо 2 штуки, молоко 2 стакана, сахар 2 столовые ложки, мука 8-9 ложек с горкой, растительное масло 2 столовые ложки, дрожжи 1 чайная ложка, соль 1 чайная ложка. Яйца взбить в пышную пену, отдельно смешать молоко, сахар, дрожжи и растительное масло, добавить муку и хорошо все перемешать, чтобы не было комочков. К полученной смеси добавить яйца, соль и снова все перемешать. Убрать полученное тесто в теплое место на 20-30 минут. Когда тесто поднимется, можно начинать печь оладьи. Для этого обжариваем их в растительном масле с 2 сторон до золотистого цвета. Горячие оладьи подать к столу с вареньем, джемом или со сгущенным молоком. Приятного аппетита! Итак, мы пожарили наши оладушки, коймакларны. И сейчас я предлагаю их вот на нашу тарелочку выложить. Вот они какие воздушные, как поднялось тесто, заметили? Постоял в тепле.
Амин, сахарный пудра белән. Шикәр пудрасы. Ну, это уже для... Да. Но сахарная пудра, она никогда не помешает, в принципе. И блинчики наши будут как раз белоснежными. Оладушки. Ярый, Руслан. Şeyler тәмле булсын, коймаклар белән. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Кауып карый инде. Әйдә. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тәмле. Очень получилось вкусно. Тесто сладковатое, как в принципе я лично очень люблю. Бик тәмле булды бы, но мне кажется, здесь можно использовать любой джем, варенье, татарлар бит яраталар. Ну и, конечно же, все это запиваем горячим, вкусным татарским чаем. Марат, бик зур рәхмәт сезгә. Бик тәмле коймак булды бу. Сезгә уңышлар, исәнлекләр, саулыклар телибез. Всего хорошего, большое спасибо. Рәхмәт, Руслан. До новых встреч. Как всегда, друзья, мы раскрывали для вас секреты татарской кухни. До новых встреч. Сау булыгыз. Бик зур рәхмәт. И в заключение выпуска о тех событиях, которые ждут нас в ближайшее время. Конгресс татар Челябинской области и сеть «Аптек Классика» приглашают принять участие в уникальном проекте «Дети рисуют сказки народов России». С условиями конкурса и списком сказок можно познакомиться на сайте kongresstatar74.ru. Напомним, что призы ждут всех без исключения участников. Прием заявок продлится до 15 мая. 13 апреля Челябинск встречает второй международный детско-юношеский конкурс исполнителей татарской и башкирской музыки. Мероприятие соберет более 70 юных дарований из Татарстана, Башкирии, Казахстана, Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской, Оренбургской и Челябинской областей. Конкурс пройдет на 2 площадках – в детской школе искусств номер 7 и в Южноуральском государственном институте искусств имени Чайковского. 21 апреля в Златоусте пройдет ежегодный турнир имени Юрия Киселева по национальной борьбе куряж и греко-римской борьбе. В спорткомплексе «Строитель» встретятся спортсмены из Челябинской области и других регионов страны. Юрий Киселев – бывший цирковой борец, первый в Златоусте мастер спорта Советского Союза по греко-римской борьбе, победитель многих чемпионатов. Долгое время спортсмен проработал на Златоустовском металлургическом заводе сталеваром. И это все, чем мы успели вам сегодня рассказать. Увидимся на канале ОТВ. Сау булыгыз!